Изенер произнапис узары чапска таслының уроктарын пүнгіпстің на тема халғынжы падеж, халғынжы последний падеж, я на тема, новая тема. Так, давайте мы сейчас посмотрим вот эту тему. Если, допустим, вы идете по полю, по горе, допустим, по городу, ну вот по чему-либо, как это можно выразить по-хакасски? Вот. Есть такой падеж, который отвечает на вопрос тем же, не же. Почему идти можно, да, или по кому можно пройтись, да. Вот. И у этого падежа аффиксы чаче, жаже, нжа, нже. Ну, я думаю, вы теперь понимаете, что чаче – это аффиксы, примыкающие к глухим основам. Пас, допустим, голова. Пасща, по голове, допустим, да. Жаже примыкает к звонким основам. Ну, допустим, харжа, да. Или кёльжа. Хар по снегу, кёль озеро, по озеру, допустим, да. Нжа, нже примыкает уже к гласным основам. Ну, допустим, пазы, его голова, предположим, да. Пазы, нжа, по голове. Вот, ну, вот примерно так. Ну, давайте мы сейчас посмотрим примеры и будем разбирать их. Иртен харже парырга килс парган. Иртен харже утром по снегу парырга идти кильс парган. Получилось, в общем, пришлось идти, да. Утром пришлось идти по снегу. Так пазынже паршатхан кызыны таныбам. Таныбам, таны, корень слова, таны, узнавай. Таныбам, я не узнал. Мин таныбам. Не узнал кого? Кызыны. Вот этот падеж вы знаете теперь, да, винительный. Кого? Кемны? Кызыны. Не узнал человека. Какого человека? Паршатхан кызыны. Идущего человека. Идущего почему? По пазынже. Тах пазы, вершина горы. Тах пазынже, по вершине горы. Я тут не докрасил. Сейчас вот так вот. Теперь верно. Пазы, основа на гласную, да. Вот. Пазынже. Паршатхан кызыны таныбам. Человек, идущего по вершине горы, не узнал. Арбан городще на автобусах Шурсахты. Шурсахты начали ходить. Автобустар начали ходить. Какие автобусы? На автобусах. Новые автобусы начали ходить. Почему они начали ходить? Городща. Арбан. Да, Арбан городща. По городу Абакану. Вот смотрите, здесь город. Т, да, ну вы знаете теперь. В хакасском языке вроде пишется как Д, да, но в реальности произносится город. Городща. Да, и поэтому аффикс на глухую основу. Городща. Дальше. Халан пще мин да шурбинджем. Шурбинджем, допустим, шурбе не ходи или шур ходим. Шурбинджем я не хожу. Так, Наталья у нас выскочила, что ли. Так, шурбинджем. У вас там проблема, да, Наталья, или что? Да, у меня был входящий звонок. Ага, ну ладно. Ну, на видео досмотрите, если там пропустили. Шурбинджем, шур ходи, шурбин. Чем, да, ну вот я не хожу. Хсхд, когда? Хсхд, да, тоже помните аффикс места, когда, вот аффикс времени и места. Хсхд, зимой. Хсхд, да, даже зимой не хожу. Минчер минджем. Не хожу даже зимой. Почему? Пустще, по льду. По какому льду? Халын, толстый. По толстому льду я даже зимой тоже я не хожу. Дальше. Сахшах хырынже шурет мага амда кильспен. Мага мне кильспен. Килис получись. Кильспен не получилось. Основа килис получись, да. Кильспен не получилось, не пришлось. Амда до сих пор не пришлось мне. Шерерга ходить. Где ходить? Хырынжа. Хыры. Тут опять я не дорисовал. Так. Хры. Сахшах хры. Вершина горы Сахшах. Сахшах хры инджа. Шурерга магатильспен. По вершине горы Сахшах я до сих пор не ходил.
Шитинкин ураммаже мен тоғысқа шаза жүршім. Жүршім, хожу. Тоғысқа куда? На работу. Тоже знаете, да, хахи. Это вот в сторону того, что какого-то действия идет, в смысле процесс. Токс это некий процесс, да. Шазар пешком. Шазар жүршім, хожу пешком. Мин. Да, мин тоғысқа шаза жүршім. Хожу на работу пешком. Почему я хожу? По орама. Орама жа. Ж вот на звонку основу, да. Звонкая А, поэтому Ж. Щетинкин, орама Ж. По улице Щетинкина. Вот эти все примеры, они показывают направление движения по, вот я тут специально выделил по какому-то явлению, по предмету какому-то, по человеку или по поверхности чего-либо, да. Но вот эти же аффиксы, они могут участвовать еще тогда, когда речь идет о каких-то сравнениях. И вот давайте посмотрим, какие сравнения. Хакастеле угредине писче кызы шурше. Шурше. Кызы шурше, понятно, человек ходит, да. Сколько человек ходит? Писче. Пись, знаете, 5. Писче около 5. Точно не знаете, допустим, да. Ну, я тут, конечно, для примера взял. Писче кызы около 5 человек. Кто придет, кто не придет, допустим, да, ну, где-то так. Хакастель угреди, это учеба хакасского языка. Угреди не. Вот. Пиржды падиш, дательный падиш. Чему? Угредине. Он же кызы шапхан ойнан. Шапхан ойнан. Ойнан. Ойны. Играй. Корень слова. Играй. Ойнан. Играл. Шапхан ойнан. Играли на чапхане. Сколько человек? Он же кызы. Человек 10. Примерно 10 человек играли на чапхане. Ну и последний пример. Абожа син кызы хримже ихтахалган. Ихтахал, пройди мимо. Ихтахалган, прошел мимо. Хримжа. Хрим – это все, что рядом со мной. Хримжа, около меня. Около, так, мимо меня, да. Абожа. Вот тут, смотрите, в данном случае используется вот этот вот вариант, да, направление. Вот почему, да, хримжа, мимо меня. А абожа син, вот тут уже идет сравнение. Человек, син это мера, абожа син, с меру в медведя человек. Человек, скажем, крупный как медведь, да. Вот человек крупный, словно медведь, прошел мимо меня. Ну вот такие примеры. Давайте вот сейчас, Евгений, начнем с вас. Зачитайте пример. Если есть вопросы, сургулар парба вот по данным примерам. Понятно, вот в каких случаях употребляются вот эти вот аффиксы? Надеюсь, понятно. А вот понятно, ходи, тирга, тедертельный. Предостыг. Предостыг. Понятно, да. Мгм. Ну, давайте, Евгения, зачитаем пример. Русский пример можно не читать, вот хакасские предложения. Иртен харжа парага келис пархан. Иртен. Я сейчас, задача какая? Будем ставить произношение, хорошо? Иртен харже парыргатинс парган. Давайте сейчас. Иртен харжа парага келис пархан. Кильс. Келис пархан. Кильс парган. Ага, дальше. Тах базынжа паршатхан кызыны таныбан. Тагбазынже паршатхан кызыны таныбам. Еще раз можно попросить? Тах базынжа паршатхан кызыны таныбан. Вот, теперь уже хорошо. Так, дальше. Ахбан городча на автобустар чор сыхты. Шир сыхты. Еще раз можно? Щор сыхты. Ага. Целое предложение еще раз можно. Ахбан городча на автобустар чор сыхты. Вот, шир сыхты. Так, ну дальше Оксана. Халам пща. Халм пусще мин хысхыды да шурбинжем. Еще раз можно попросить? Халм пусще мин хысхыды да шурбинжем. Халын пусще мин хысхыды да шурбинжем. Шаксы, аннандар. Сахшах хыринже шурыргы мага амда килспен.
Тут смотрите, хр. Хри – это рядом, а хр – это вершина, принадлежащая сахшах. Да? Хри – это другое слово рядом, что прояснено. Да, хри. А хр – это другое. Еще раз можно? Сахшах хрынже шурырга. Сахшах хринже шурырга Ага. мага амда Хр. килиспен. Еще точно. Хр. Не хи, а хр. Хр через у. Сахшах хринже Во. Ага. шурырга мага амда килиспен. Сейчас, да. И вот это вот последнее. Читинкин урамажа мин тоғысқа жазақ чуршем. Сейчас, так, Наталья. Последние 3 примера. Хакастыль угредіне пісше кізі шүрше. Угу. А теперь смотрите. Хакастель угредине, писчек защища. Еще раз можно попросить? Хакастыль угредіне Во. пісше кізі шүрше. Сейчас еще раз можно попросить? Хакастыль угредіне пісше кізі шүрше. Сейчас уже так. Дальше. Он же кізі шатхан ойнан. Сейчас. Он же кызы шапхануйман. Еще раз. Он же кізі шатхан ойнан. Сейчас. Так, дальше. Абеже син кізі хыримже ирте халган. Абже син кызы харимже ихты халган. Еще раз. Так так правильно сейчас. Абеже син кізі хыримже ирте халган. Абже син. Син это мера. Человек в меру медведя, да. Вот такой крупный. Это явление, это не местоимение ты, а син это мера. Вот. А шарирба шохтирга абеже чили. Абже шили уже нельзя. Шили там он употребляется в другом случае. Абже шили, допустим, можно сказать абшили пасчёще. Тогда да, абшили, он ходит как медведь, походкой как медведь. Абшили пасчёще. Но абжешили уже нельзя говорить, потому что идет уже, то есть это мера сравнения, да, но в шили уже тут некорректно. Абшили, да, тут оно вот как медведь. Вот они вот этот джа аффикс, он как раз заменяет вот этот шили, ну условно, да, абшили. Вот можно сказать абшили. Смотрите, абшили пасчёще это одно сравнение, как медведь. Но если мы сравниваем тело, допустим, абже кызы, абже син кызы, то есть он крупный, как медведь. Тут немножко разные меры сравнивания. Ну, если ответил, смог ответить на вопрос. Сургулар Пазапарба. Текст. Сахшах, слышали эту гору, да? Сахшах это гора, она находится в Башкирском районе, недалеко от Казановки. Вверх Аскиза, вот в ту сторону, например, там берег Чуль, именно в ту сторону. Так, давайте так. Зададим друг другу вопросы. Я сейчас вот, коротко по тем темам, которые мы проходили. Давайте, Евгений, попробуйте ответить на хакасском языке. Пюн сирер алды алыбы городта полчазар. Мин пюн алды полчам. Так, я немножко некорректный вопрос задал. Пюн, допустим, я бы, конечно, спросить надо так. Сирер пюн алды зарбы, алы городта зарбы. Вот так будет точнее. Сирер пюн алды зарбы, алы городта зарбы. Как вы ответите? Мин пюн алда. Мин пюн алда, допустим, я в деревне, если ответить, да. Мин пюн алда и ставите аффикс. Помните? Алда бын. Во, совершенно верно. Алда бын. Вот.
Мы проходили эту тему, субъект и его характеристики, да, аффиксы сказуемой формы. Мин алдбн. Я в деревне. Так, сейчас, подождите, я вернусь. Можно вопрос по Ага. вашему вопросу? Вот как раз вот здесь мне непонятно порядок аффиксов. Давайте, В вашем давайте по порядку аффиксов. Смотрите. Ну, предположим, допустим, да, ал, д, бн. Сначала вот корень слова ал – деревня, потом примыкает аффикс падежа, любого падежа. Алда, ну, в данном случае давайте конкретно возьмем вот этот пример. Алда в деревне. Бен – это уже аффикс первого лица. Мин алдебен. Да, допустим, по аналогии, как вы скажете, я в городе. Вот, Наталья. Город-то бын. Да, город т бен. Да. Как вы скажете в Хакасии? Я в Хакасии. Хакасия-та. Вот. Хакасия. Хакасия. Да, бын. Вот. Хакасия. Да. Бен. Мин Хакасия да бен. Вот пока запомните вот эту вот конструкцию. По порядку аффиксов, там, знаете, вот каждый раз все равно надо запоминать вот определенный контекст, потому что вот сказать, вот именно вот такой класс идет, потом этот, мне кажется, невозможно. Вот в данном случае, вот запомните, вот конкретно, когда мы говорим о месте явления, сначала идет аффикс места, а потом уже аффикс лица. Алда, бн. Понятно, да, вот это? Скажите, я в Москве. Мин Москва да бын. Мин Москва да бн. Я в США. Мин США да бын. Да, в Японии. Мин Япония да бын. Угу. Понятно, да? Вот. Просто нужно запомнить вот эту фразу, вот этот. Так, а теперь смотри. Смотрите, допустим, да, вот давайте посмотрим, вот опять-таки вернемся вот к этой сказуемой форме, потому что мы сейчас говорим о местоимениях. Мин, син, ол, допустим, писсерер, кулар, да. Вот смотрите, мин, анже, бн. Вот, ну, тут как бы вроде бы нет ничего сложного. Я охотник. Бн, бин – это аффиксы первого лица, допустим, мин, анже, бн. Но если, когда мы говорим, допустим, ну, син, анже, зн, давайте посмотрим. Пис, анже, быс, серер, анжезар, улар, анжелар. Да? Как бы нет, вот здесь все понятно. Надо будет просто это запомнить. Ну, заучить и запомнить. Если, допустим, где-то, ну, давайте посмотрим. Так, оларбсты. Армия, апары, бысхаммер. Ну, допустим, вот такое предложение, да? Мы сейчас просто... Ол, смотрите. Ол, корень слова. Лар, аффикс множественного числа. Быс, аффикс лица. И ты – это аффикс уже винительного падежа. Вот, ну, в данном случае, да, вот смотрите. Опять, что получается? Если мы используем какое-то слово во множественном числе, оллар, допустим, да, а потом еще высказываем, ну, допустим, наши парни, ваши парни, да, олларбс. И тогда вот в этом случае впереди идет вот этот аффикс множественного числа. Давайте так пока вот уберем. Олларбс – наши парни, да, переводится. Наши парни. Олларбс. Как вы скажете наши девушки? Хстарбс. Хстар и быс. Хстарбс. Хстар. Да, хстарбс. Как скажете наши ребятишки? Пале. Палаларбс. О, палелер. И примыкаем. Палалар.
Палыларбыз. Вы сказали правильно, просто я как бы тут разделяю, да. Кыстарбыз, наши девушки, да, наши дочери. Палыларбыз, наши детишки, да, вот. По аналогии давайте вот наши отцы. Пабы, Бабаларбыз. пабыларбыз, наши матери. Ижелербыз. Во, во. И опять-таки просто нужно теперь запомнить вот этот класс аффиксов, допустим, да. Хстар, хстр, множественное число, ибыс, потом уже аффикс лица. Хстарбыс, палыларбыз, ижелербыз. Как скажете родственники наши? Родственник харндыс. Харендастарбыз. Совершенно верно. Понятно, да? Вот смотрите, что нужно сделать для себя. Просто нужно в первом случае вот этот чередование вот этих аффиксов, их нужно запомнить, логику. И вот теперь второй вариант. Ну, по-видимому, я так понимаю, что надо будет запоминать не все, конечно, сразу, чередование аффиксов. Ну, вот давайте вот эти, скажем, это первый вариант, возьмем такой вариант, вот это, да. А этот второй вариант аффиксов. Давайте так сделаем, чтобы... В общем, у нас... Ну, в общем, таким образом, надо будет их запомнить. Алдабн, мин алдабн, я в деревне. Допустим, да. Давайте еще, ну, давайте пока усложнять не будем, просто запомним вот эти два варианта. Пока. Алде, мин алдабн. Это аффиксы, относящиеся вот к субъектам, к аффиксам сказуемой формы. Вот. Вот эти аффиксы, конечно, бы надо заучить, у вас таблица есть, вот, но исходящие вот из этого. Алдабн. Там еще один аффикс, который разное может... Вот зар, зер. Он же и в направительном падеже встречается, а также в лице. Да, есть они, ну, как сказать-то, типа аффикса амонима, что ли. В общем, они звучат как бы одинаково, но смыслы разные. Вот, допустим, сейчас, если зар-зер, паразар, допустим, да. Так, там надо, короче, специально примерно, сейчас я навскидку это не придумаю. Но есть такие аффиксы. Они употребляются по-разному, звучат одинаково, но смыслы разные. Если встретиться, мы потом о них поговорим. Но здесь пока... Даже там сейчас. Вот смотрите, вот, допустим, да. Вы в Москву поедете, например, там 2 раза придется, да, его использовать? Вот Москвазар, Серер, допустим. Серер, Москвазар, Парер, Зар, Б. Да. Смотрите, Парер, Зар, Б. Ну, ведь Зарзер это аффикс лица в данном случае. Парер, Зар, Б. А вот Москва-Зар это аффикс уже направительного падежа. Москва-Зар. А тут аффикс Серер это аффикс второго лица. Если просто, а вы в Москву? Вот я пытаюсь понять, можно ли 2 раза подряд использовать его в одном слове? Как вы сказали? Например, Серер, Москва, Зар-Зарба. Нет, так, вот так можно? Нельзя. Нет? Да, вот смотрите, ну, так уже не употребится. Вот в данном случае, ну, если, пример, в принципе, хороший, вот вы сейчас задали. Серен, Москва, Зар, Парер, Зар, Б, да. Конечно, вот они вроде звучат одинаково. Парер, Зар, но это аффикс второго лица. Серер, Парер, Зар. Вот без этого, без Москва, Зар. Серер, Парер, Зар, Б. Вы поедете ли? Москва, Зар, Парем. Да, Москва, Зар, Парер, Зар. Вы поедете в Москву. В данном случае аффикс Зар это условно в русском языке, да. А Парер-Зар это аффикс в, это аффикс местоимения. Вот так.
Там вот это так вот выглядит вот в данном примере. Сирен, Москва, Париж, Зарбе. И таких случаев, я не скажу много, но они есть. Ну, допустим, смотрите, чаче, допустим, казалось бы, да, у нас есть аффикс в настоящем времени чаче, парща, допустим. Так ведь, да, парща. Вот, конечно, кто не знает языка, допустим, пусще, он подумает, что, может быть, пус это глагол, а пус на самом деле это существительное. Халын пусще, допустим, да, по толстому льду. Парща. Ну, давайте так возьмем. Пусще парща. Вот тоже подобный пример. Пусще парща. Идет по льду. Вот, тоже хороший пример. Вот пус. Пусще это падежный аффикс. По, допустим, да. Почему? Это русское по. Парща уже это ол парща, причем это аффикс третьего лица. Ол парща это он или она. Парща. Она идет, это аффикс. Понятно, да, вот здесь. Пусще, парща. То есть, смотрите, парща в данном случае у нас идет глагол, а пус у нас существительный. Вот, но аффиксы совершенно одинаковые, ну, звучат они, а смыслы разные. И такие случаи не единичны. Конечно, тут надо разбираться по контенту уже, ну, понимать, конечно, в общем язык надо, тогда как бы, это не замечается, и сознание быстро это схватывает. Конечно, когда я с детства об этом не думал, вот, мы просто привыкли, что да, пуще, парща, как бы, ну, сознание не путает это. А когда человек специально учит, конечно, тут надо, в общем, нужна практика говорения. Так. Так, еще позасорлар парба. Так, это по чередованию аффиксов. Ну, вот здесь, надеюсь, я понятно объяснил. Вот эти вот примеры надо просто много раз повторить для себя, чтобы потом их не путать. Так. Ну вот, пока на сегодня, наверное, все. Давайте я сейчас выключу, и тут еще у нас минут 7 останется. Я хочу пообщаться еще приватно, скажем так, от зрителей YouTube. Я пока приостановлю запись.